Дорогие друзья, сегодня я вам расскажу, что такое рекуператор и почему вот эта штука может решить все проблемы с плесенью, влагой и с мокрыми окнами у вас дома, так как сейчас идет зимний период и вы все сейчас с этим столкнетесь. Ну не все, но очень большое количество людей. Значит, сегодня вашему вниманию представлен рекуператор. Почему он называется рекуператор и что он делает? Он рекуперирует воздух, то есть у него внутри находится керамический элемент, такой теплообменник, я вам покажу его даже сейчас. Я его в конце вам покажу. Или сейчас. Вот такая вот штукенция. Вот такая вот. Вот, видите? Вот. А если мы отдерем вот эту штучку, вот там вот находится керамический элемент. Видите, специально сделан как соты. Специальная штуковина. Короче, что это делает, для чего оно нужно и как это все работает. Я вам сейчас это все попытаюсь объяснить и донести. Сейчас сложу его обратно. Во-первых, в зависимости от того... Сейчас обратно. Он у нас, понятное дело, я его просто так сложил. Я его не складывал. В зависимости от того, какая у вас стена. То есть у кого-то стена подлиннее, у кого-то покороче. Сейчас еще раз. Вот так, видите? Его можно будет раздвинуть. То есть сделать больше, короче, либо длиннее, да? У кого-то котельцовый дом, у кого-то кирпичный и так далее. Вы его раздвигаете, потом, когда это все монтируется, оно будет крепко. Сейчас я его просто собрал, чтобы разобрать, собрать, показать вам. То есть регулируется длина. Важно, очень важно, потому что стены бывают разные. Допустим, 40 сантиметров может не хватить, или, допустим, вам этого много, вы это все сдвигаете обратно. С этой стороны... Тут, понятное дело, с улицы стоит такой вот шибер, он не дает заходить птичкам и всякой живности туда вовнутрь. С этой же стороны стоит умная штучка, ну, вентилятор назовем его так, да? Вентилятор, который будет гнать воздух, он бесщеточный, поэтому он долговечный, он как на магнитах, понимаете, да? У него нету щеток, поэтому он может работать долго, годами и непрерывно и много, ничего с ним не происходит. Эта штуковина, значит, эта штуковина находится у вас внутри, в помещении, будет выглядеть вот таким образом. Также, еще, есть вот эти вот фильтрующие поролончики, видите? Вы можете потом вырезать себе любые другие или помыть их, они моются очень легко. Раз там в год или в полгода, если вы вытащите этот элемент, сполоснете и поставите обратно, только плюс вам. Или обычно это делают перед сезоном. Вот перед сезоном мы даже дома, если не забыли, как на кондиционере, вытащили, сполоснули, засунули обратно, мокрые так и раз, потому что это элементарно все разбирается, собирается. Далее это все будет устанавливаться вот таким образом. Это будет внутри, это будет снаружи. Что он делает вообще, этот рекуператор? У него есть циклы, вы можете выбрать циклы, вот здесь у него есть, кстати, пульт, видите? Вы можете сделать его сильнее, чтобы он крутился сильнее, интенсивнее, более слабо. Умный режим можете включить, включайте рекуперацию, либо загон воздуха внутрь, либо выгон из дома, то есть загонять, выгонять. Почему нужен рекуператор, а не обычная вытяжка? Потому что благодаря вот этой штуке, вот здесь даже в паспорте написано, я специально вам показал, видите? Heat Recovery Efficiency. 82%, то есть КПД, скажем так, он горячий воздух, теплый, влажный воздух из помещения высасывает, да, через этот вентилятор, прогоняет его через керамический элемент, да, допустим там, к примеру, минуту, гонит воздух на улицу, или там 40 секунд, гонит. Тепло этого воздуха передается керамике, вы знаете, что керамика хорошо берет тепло, передается керамике. После этого он останавливается и начинает загонять в обратную сторону воздух, уже холодный, с улицы. Если просто загонять, тут получается конденсат. А так как керамический элемент уже теплый, он 40 минут выгоняет, допустим, там 25 секунд, 40 секунд выгоняет, 25 секунд загоняет обратно. И получается холодный воздух, проходя теперь через этот фильтрующий элемент керамический, да, он получает тепло этого элемента, и воздух внутрь в помещении, если он выходил, допустим, 25 градусов на улицу, будет заходить 18 градусов уже согретый. И из-за этого получается, что не происходит конденсации, да, нету точки росы. Он уже теплый выходит, более горячий, теплый заходит. На помещение это не сказывается на температуру никак. Вы когда дверь открываете, намного больше поток воздуха приходит. Но на эффективности это отражается очень четко. Дальше. По поводу, если будут вопросы максимального, смотрите, в метрах кубических, видите, метры кубические, сколько он прогоняет через себя воздуха. Вот, на максимальной скорости 63 куба в час.
вы можете спокойно посчитать, если вы хотите, что это такое. Потому что комнату, да, меряем высоту, ширину, умножаем, получаем кубические метры, вот вам объем. Объем воздуха и есть. И вы поймете, что он там прогонит, допустим, на большой зал, или там, если у вас огромный какой-то там подвал, может быть, поставить несколько. И еще, что можно делать, кстати, пришла мысль. У нас очень часто берут какие-то полуподвальные помещения в большие помещения здания и ставят их парно, по 2 штучки. Один в одном конце, другой в другом конце. И включаете положение. Тут он, допустим, включили его, тут он загоняет, выгоняет, тут загоняет. И они, получается, что они по очереди, да, этот вгонит, этот туда. И вентиляция происходит, да, движение воздуха в помещении. И также вот этот вот обмен, сырость, влажность уходит. Если вы поставите вот такую вот штуковину у вас дома, у вас точно в том помещении, где она будет стоять, никогда в жизни не будут потеть окна, не будут сыреть углы, не надо будет брать эти осушители воздуха, ничего такого делать не нужно будет. Вот эта штука решит все ваши вопросы. Стоит такое удовольствие, 3300 лей. Ну и давайте сейчас в течение, там, не знаю, 2 недель сделаем бесплатную доставку.